Здравствуйте всем. Спасибо, что пришли, уважаемые представители масс-медиа. Собрались мы вот по какому поводу. Говорить много не будем и долго, чтобы не рассусоливать, просто уже наболело, вот, накипело, скажем так. Дело касается наших командных дел Гагаузия Агуспорта. Я главный тренер этой команды, Кулебаба Виталий. Вот. И причина нашего сбора вот в чем. Уже на протяжении очень долгого периода, скажем так, нет финансирования в нашем клубе, да, и жить одними обещаниями мы не можем. Вот. Когда человек, вы сами знаете, приходит на работу, он требует за это, соответственно, какое-то поощрение в виде заработной платы, что по законодательству прописано. Да. Но этого здесь не происходит. И на одном, скажем так, потенциале тяжело жить. Вот. Когда футболист приходит на тренировку и, скажем так, не выполняет на 100%, не отдается работе, не выполняет те требования, которые я от него требую, а у него в голове как бы принести домой кусок хлеба, как бы на какие деньги купить молока ребенку, это не есть хорошо, это не есть правильно. Вот. С нами, скажем так, к нам в команду приходили несколько людей, как бы, и обещали, все обещали, завтра, да, как в том фильме «Приходите завтра». Вот, но финансирование так оно и не поступает. Задолженности у нас в команде, скажем так, приличные. У кого 5 месяцев, у кого 6, у кого, наверное, более. Вот, и тянуть эту резину уже лямку, честно, тяжело. Вот. Что касается спортивной составляющей, команда, в принципе, показывала неплохую игру. Да. Игра нравилась нашим болельщикам, и место соответствующее было в турнирной таблице 5-е, 6-е, кажется. Сейчас мы немножко спустились вниз, потому что показатели спортивные не те, связанные, скорее всего, это из-за финансовой поддержки руководства. Что касается руководства клуба, то мы до сих пор не знаем, кто у нас президент, кто у нас там руководитель, с кем говорить на эту тему, просто не знаем. Такое ощущение, что эту команду вот мы создали сами, футболисты и я тренер, вот приходим, тренируемся, поехали на игру, отыграли, попрощались. Все приходят, вторые уходят. Да, все довольны, все улыбаются, все хорошо. Вот. Мы обращались, у нас был разговор и с председателем Народного собрания, он нам сказал, что все были у него в кабинете. Он нам сказал, все будет хорошо. 2 недели и расчет будет, как бы, и так и прошли эти 2 недели, уже превратились в 2 месяца. Да, до конца мая с вами рассчитаются. Приходил к нам на стадион и Чернев. Приходил Чернев, с нами разговаривал, не переживайте, до конца мая с вами полностью все закроют. Чернев. Ну, он, получается, Афанач, да, сказал, сказал тоже, не переживайте, вы работаете, делайте свое дело, как у вас по контракту, с вами рассчитаются до конца мая. И вот время идет, и никто ничего не... Как вы знаете, ни для кого не секрет, сейчас интернет есть у всех, все умеют пользоваться, и можно залезть и скачать информацию. 27 апреля, кажется, этого года было народное собрание, да? Собиралось, да, и вот они там постановили выделить 350 тысяч лей команде Гагаузия-Агуспорт на покрытие долгов. Вот. И выделить там, изыскать еще какие-то деньги на новый клуб, там Саксан Гагаузия, кажется. Ну, то, что будет потом. Нас интересует вот наше, то, что как бы Народное собрание проголосовало, утвердило, Башкам подписал, все, но денег до сих пор нету. И создается впечатление, что кто-то специально оттягивает этот процесс, для чего, почему, вот мы не знаем. У кого спрашивать, кому подходить, просто не знаем ответа. Новый человек, да, Тютин? Ну вот мы к нему обратились, да, поговорили, он сказал, к нему пришла бумага с Народного собрания, вот после 27 апреля, и там написано, что выделить 350 тысяч клубу Саксан-Гагаузия, клубу несуществующему. Такого клуба еще нету. Куда эти деньги будут выделяться, кто их туда будет выделять? Наши деньги, которые вот мы заработали, куда-то пойдут, на какой-то клуб. И
Поэтому вот накипело уже, и мы не знаем, что делать. И, исходя из всего, наверное, подадим иск в Федерацию футбола Молдовы. Подадим иск, наверное, на исполком, ну, не знаю, будем что-то делать, потому что вот вас собрали. Болельщики приходят, тоже переживают за этот клуб, и не знают они, да, не знают они, что происходит, болельщики. Они приходят, радуются, действительно переживают. Башкан вообще в курсе этих проблем? Башкан, да, Башкан в курсе. Когда вы к ней обращались, что она сказала? Она сказала, что все будет хорошо, и на народном собрании от 27 апреля сего года все будет нормально. И можете посмотреть, в интернете есть, там действительно Башкан сказала, выдели 350 тысяч Гагаузии Облспорт. 15 рублей, насколько мне интересно. Да, где-то С Нового года. Да? за ноябрь. Да, за ноябрь получится, декабрь, за ноябрь. Николай Павлович, Да. скажите, пожалуйста, а как на протяжении этих 6 месяцев вел себя Максим Волгин? То есть он был глава управления молодежи. А это, скажем, Как он решал эти вопросы, что он вам говорил и как успокаивал? ну, во-первых, наверное, его можно назвать человек-невидимка, потому что я сколько сюда не прихожу, к нему на прием записывался, и так приходил. Меня, когда видят его секретарь, они уже смеются, его опять нет, его опять нет. Телефон не поднимает, поэтому мы даже не знаем, куда стучаться, в какую дверь стучаться, что говорить. А когда мы его ловили, это, наверное, был идентичный случай, случайно поймали, все будет нормально, все будет хорошо, все будет хорошо. Когда хорошо это будет, у кого будет хорошо, мы не знаем. Сегодняшний день какова сумма? По общему? Ну вот если исходить из этой цифры 350 тысяч лей, что Народное собрание выделило, как раз закрываются все долги по всем работникам клуба, потому что кроме зарплат есть еще другие. Да. А получается, что это согласно контракту, подписанному еще летом, да? Да, у каждого Зимой контракт. у вас не менялись? Нет, ничего не менялось. А счета приходят, сами знаете, за свет, за газ, постоянно, за воду. И Юридически есть оформленный контракт с вашей подписью, заверенным. у каждого контракт есть, конечно. Сегодня ваш клуб называется Гагаузия Бустор. Да, Саксон еще как-то там нет. такого нет. Саксон есть отдельный клуб. Отдельный клуб. Да. Но как таковой соединить Как это будет выглядеть, мы не знаем, мы не забегаем вперед, это юридические моменты, мы в этом не разбираемся, поэтому предоставим это другим людям, которые будут разбираться. А вообще, как вы смотрите на то, что эти клубы были Объединены? объединены? У вас как бы своя уже команда сформировалась, там своя команда. Ну, я скажу свое мнение, вот если будет эта команда дальше играть по дивизии А, да, в таком составе, и есть шанс, что они выйдут в национальный дивизион. Есть шанс, поэтому просто надо подпитывать их. Просто ребят подпитывать надо. Здесь все местные ребята, 100% ребят все с Гагаузии. А когда примерно вы узнали о том, что может быть объединение клубов? Все-таки слухи... Только из Народного собрания 27 апреля. Тогда мы узнали, что будет объединение. То есть господин Болдер вам ничего не говорил? Без клуба вас не произойдет, да? Мы поехали на игру, у нас была очередная игра на выезде. Спарта Селенмец. Да. И вот по пути туда мы узнали, чтобы постановили, так и так постановили. Как вы восприняли эту идею? Нас в кавычках порадовали. Да, нас обрадовали. Я думаю, отдельно писать обращение. Давайте вы обратитесь за Башкану, представьте нам собрание, как вы будете обращаться. Ну, сейчас, наверное, может быть, ребята скажут, футболисты от себя. Я как тренер сказал, то, что вот ситуацию обрисовал, чтобы все знали. Может быть, вот Есть решение, там решение написано, выделить Саксон. уже решение есть, да. Это официальное решение. То есть там просто формулировки не нужно было Смотрите, такое вы делать, и помните, тогда сразу возникнет. получается, что выделили А такого клуба нет еще, не существует. Да, то есть Клуб эти- «Фантом», эти клуб деньги «Фантом». выделены, Федерация, она когда не будет зарегистрирована, специально получается. объявление. Футбольный клуб. Есть только как Облспорт. Ну вот, наверное, пусть представители футболистов скажут, чтобы не было балагана. Меня зовут Николай Крачун. Я сам, скажем так, один из самых старших футболистов, то, что есть в команде, которая существует. Спасибо, что пришли. В принципе, все сказал наш тренер. Вот. Я даже не знаю, что еще дальше сказать, но я думаю, что они должны прийти в себя. Просто мы тоже не маленькие, у некоторых даже и семьи, там дети, их реально надо кормить и семью поддерживать. Вот.
Это просто некрасиво говорить каждый раз, приходя к нам на собрание, на встречи наши, о том, что все будет красиво, все будет хорошо. Вот, и в итоге мы, веря им на слово, проходит неделя за неделей, месяц за месяцем, и в принципе остаются только одни обещания. А дел конкретных мы еще не видели. Как вы думаете, в результате чего такая ситуация сложилась? Я не знаю, в результате чего. Одни приходят, там, вторые уходят, одни подают в отставку, вторые исполняющими становятся. Там. Разбирался во власти, да? Да. И они все скидывают на это. В каждой работе, в любой сфере есть свои нюансы, есть свои проволочки. Мы, наверное, не единственная команда, у которой такие проблемы, но самое главное, что уже деньги выделили, все уже, все утвердили, все, погасить с нами долги. И уже деньги пришли, все, и вот где они? И написано, оказывается, Саксан-Гагаузия. Такого клуба нет. Куда эти деньги пойдут? А нам кушать хочется каждый день. Мы еще с начала сезона как бы это хотели, поставили условия, если не рассчитается, то не будем играть второй круг. А нам говорили, давайте играйте, все будет хорошо, все будет нормально. Знаете, что Вот затягивали это, все затягивали. Но вот сейчас, если до субботы как-то ничего не определится, мы не выйдем уже. Задача, вот у нас дома игра. В субботу мы не будем играть. Имеется в виду в Камрате, да? Да, играть у нас в Это субботу. домашняя игра. Домашняя игра. Как вы думаете, болельщики присоединятся к таковой акции, если вы организуете акцию протеста? Думаю, конечно. Наверное, да. Это только наше Сейчас мнение, удается там, ее организовать. как получится у болельщиков. Я думаю, что они поддержат. Коль уж они приходят и болеют за нас, я думаю, что они это... Там все наши знакомые, наши родственники, конечно, поддержат. Они многого не знают, потому что как бы мы не подаем, мы стараемся не выносить ссор из избы. Мы просто уже накипели, действительно. Полгода серьезно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы выезжали на выездные игры, какое-то питание вам выдавалось или обеды? У каждого что было. Командировочные какие-то? Нет, у каждого своя короче. Сами воду покупаем, сами. И команда вот у нас такое ощущение, что создали сами. Даже воду... Сами даже воду Сами, покупаем. сами. В последнее время мы сами себе брали там, опять же, Что говорите, если сами ребята карточки свои погашают? какой-то Смешная, да, вот правильно. Комичная ситуация получается, спорт он сопровождается карточками, желтые, красные, как везде. Вот, и футболисты сами платят за карточки, дают мне деньги, я в федерацию плачу, потом они мне дают деньги. Ну это смешно просто, если честно. Потому что играть хотят, играть надо. Мы еще так как сблизка, с Кирсова, там, с Хангаза, ребята, Казаклия, Авдарма, им тяжело уже добираться. Эти транспортные расходы тоже Добираться надо, Тоже на добираться себя надо. сами сами себя финансируют. Добираться надо. Его деньги Этот вот клуб лежат, получается деньги региональный, лежат. но регион, мы представляем регион, но регион не защищен никак вообще никем. Вроде бы 90% гагаузов в команде. Тем более мы здесь живем и знаем, каждый день видимся с людьми и, не знаю. И не хочется это дело бросать, потому что когда ты, допустим, 10-15 лет в футболе, тебе это тяжело бросать, как и свою любимую работу. Мы занимаемся то, что ты любим это дело, и все. И болельщики приходят за нас порадоваться тоже, это отдушно для них. Мы же для них играем, мы же не играем просто для галочки. Они не знают всего, что происходит.